Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Выйдете ли вы замуж? Кто ваш будущий муж? Если вам тема интересна, актуальна, вам в принципе попалось это видео в ленте рекомендаций, пожалуйста, присоединяйтесь. Случайности не случайны, и судьба всегда знает, куда нас привести, чтобы мы получили нужные ответы, советы и подсказки. Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком думать не надо, песочек все покажет сам. Ну и пусть нужная и важная информация о вас, мои хорошие, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты! Ну вот он, процесс бракосочетания. И это не просто процесс, смотрите. Здесь как будто бы ритуал проводится. Здесь помимо официального бракосочетания, ну вот как в ЗАГСе, да, регистрация в госорганизации, тут еще и будет ритуал. Ритуал, допустим, венчания, да, если вы христиане, либо возможно, в другой религии, да, люди состоят, и вот именно по канонам той религии будет перед Богом заключен брак. Видите, сразу показали, что свадьбе быть. Вот она свадьба, вот он жених, вот она невеста, и вот он процесс заключения брака идет. Свадьбе точно быть. Кто зашел на эту отсыпку, вы 100% выйдете замуж. Не могу сказать, тот ли срок, который загадали. Похоже, что немножечко позже, чем вы загадали. Ну, немножечко, там пару месяцев, полгодика, но не более того. Вот, потому что будут какие-то нерешенные вопросы, либо вот еще мне идут какие-то ваши сомнения, пока вы прям 100% не уверитесь, что человек достоин, что человек вас будет любить, на руках носить, холить, лелеять, обеспечивать, защищать, там, даст вам гарантии, да, вы будете думать, будете присматриваться, а у кого-то еще отыграется, что у вас сразу 2 жениха будет. Да, девочки, у кого-то прям 2 жениха. Не у всех, но у кого-то точно 2 жениха. И вы будете еще очень долго думать, с кем из них пойти под венец, да, с кем из них связать свою жизнь и судьбу. Но я так понимаю, что оба хорошие. Вот, оба достойные, и вам очень сложно будет выбрать, потому что и тот хороший, и этот хороший. Ну как я того отпущу, как я этого брошу. И вы такая, блин, ну почему нельзя сразу 2, да, себе взять? Да, девочки, да, потому что здесь вот качель, и видите, тут другой мужчина сидит. Ну, я так понимаю, что вы его не выберете, а выберете именно этого. Ну, выберете, точно не прогадаете. С вашим мужем у вас жизнь по чаше идет. Видите, вот она чаша, доверху наполненная. Чаша любви, чаша счастья. И вот это вот выражение «дом, полная чаша». Вот, это для вас такой знак. А ваш избранник, он прям как ракета полетит. Благодаря вам, вашим подсказкам, вашей интуиции, мужчина очень высоко взлетит. Хотя в момент, когда вы будете объединяться, у мужчины уже и так будет хорошее положение. Но благодаря вам он еще большего добьется. Ну а у вас полная чаша. Это такая, знаете, спокойная, размеренная жизнь в любви, в неге, в достатке. Ну и без всяких печалей. Кстати, еще чаша может говорить о том, что брак будет очень плодовитым. Возможно, рождение там, двойни. Да, двойня, а может погодки. Вот, ну, как детки точно будут. Даже если брак будет заключен, допустим, в зрелом возрасте, то от такой большой любви вы точно захотите еще родить. Благо сейчас у нас технологии позволяют, и что угодно при деньгах можно в любом возрасте рожать, понимаете? Вот. Может, кстати, еще там воспитание, взять на воспитание ребенка тоже может отыграться. Но даже если деток у вас не будет в новом браке, то
либо в принципе в браке, да, то жизнь настолько будет счастливой, полной чашей, что в принципе я думаю, что и так вам будет неплохо. Так, ну давайте перейдем к женихам. Мужчина. Вот я не могу понять. Вот, скорее всего, у кого два жениха будет, у вас один явно уже влюбленный, у вас знакомый, да, мужчина, например, в сегодняшнем дне рядом с вами находится. Либо мужчина из вашего прошлого, допустим, вы хотели отношения создать, но вот что-то не получилось, либо жизнь развела, либо там вы взбрыкнули. Да, вот какой-то момент произошел, но мужчина в вас влюбленный. Вот в сегодняшнем дне мужчина в вас очень сильно влюбленный. Да, скорее всего, те, у кого будет вот этот выбор, вы выйдете именно за того, кого вы хорошо знаете, кто уже влюблен в вас, причем влюблен по уши, и вы для него, ну вот прям самое желанное, единственное, неповторимое, и без вас он не видит ничего и никого. Вот, за него замуж и пойдете. То есть тут отношения будут настолько выверенные, проверенные временем, что уже никаких сомнений не останется. А новый мужчина, между кем и кем вы будете выбирать, да, вот еще у вас один мужчина, он появится у вас чуть позже, но в этом году. И у вас встреча произойдет просто под каким-то знаком. Я не могу понять, что это за знак. Может, это какое-то астрологическое событие, астрономическое событие. Может быть, это знаковое событие. Может быть, какое-то мероприятие культурное, общественное, торжественное. Да? Вот как знаком будет, что он появился. Ну, допустим, у вас день рождения. В свой день рождения пойдете гулять в клуб и познакомитесь с мужчиной. Знаете, как подарок судьбы. Судьба решила вам подарить этого мужчину. Ну, это как пример я просто привела. То есть выбирать будете из двоих. Кто не будет выбирать, у вас, ну вот смотрите, да, опять же, вы разные, сложно на общей отсыпке сказать. У вас либо мужчина из прошлого, который вас вот любил, любит и будет любить, и своими действиями, поступками, тем, как он опять будет вас добиваться, он докажет свою любовь, и вы скажете: да, ладно, я тебя знаю, окей, заслужил, заработал, влюбил меня в себя, я за тебя выйду замуж. Ну, либо отыграется вот этот новенький мужчина, опять же, он вам идет под знаком. То есть вы сами для себя понимаете, что это какой-то знак. Девушки мои хорошие, честно предупреждаю, да, вы разные, отсыпка общая. Если бы я могла индивидуально каждый из вас делать, я бы, конечно, сделала. Вот я вижу двух мужчин, и за одного из них вы пойдете замуж, да? С одним из них вы свяжете свою судьбу. Просто у одних девочек отыграется мужчина уже знакомый, который уже любит вас, да? И вы уже с ним что-то имели, либо вы уже общаетесь, может быть, встречаетесь, да? У вас уже там сожительство, да? Вместе живете, вы готовитесь к браку, и вы за него замуж выйдете. А у других отыграется, что еще только лишь придет мужчина. Смотрите, если вы сейчас с кем-то общаетесь, либо ваше сердце кому-то принадлежит, то есть вы о ком-то думаете, мечтаете, тогда это он, да, потому что вот знакомый. А если вы вот сама по себе, и вы лишь только мечтаете о любви, то тогда у вас под знаковым событием, в знаковый момент встретится мужчина. Мужчина, с кем у вас будет любовь, семья и брак. Но это в этом году произойдет, до конца этого года произойдет. У кого-то осенью, до конца осени, у кого-то прям там, может, в декабре произойдет. Но точно произойдет. Если вы будете смотреть в следующем году, тогда берите себе полгода, да, от момента просмотра отсыпки, полгода, в течение полугода, да, вы встретите мужчину. У кого мужчина, который уже знаком, допустим, вы встречаетесь, вы вместе общаетесь, встречаетесь, проживаете, да, либо стремитесь к тому, чтобы вместе проживать, будут какие-то моменты, что вы еще как-то будете сомневаться, либо обдумывать, ну, например, экономическую рациональность там, бракосочетания, экономическую выгоду от того, что вы свадьбу сыграете, когда вы ее сыграете, там, может, всех гостей собрать, всех родственников. То есть, скорее всего, вы будете переносить там, ну, весна-лето, да, такой, может быть, еще и осень, да, у кого-то отыграется. Опять же, в зависимости, где вы находитесь, где вы проживаете.
почему-то вот экономическая составляющая идет не самой главной. Поскольку вы, я так понимаю, женщина очень рациональная, женщина, которая не привыкла сорить деньгами, кидать их в топку, вы прям будете вот сидеть и просчитывать. Мужчина хоть завтра готов под венец, он уже все себе решил, он вас любит, и вами он дорожит, он очень боится вас потерять. Но вы будете думать и будете считать, вот когда мне выгодно, когда я получу лучшие условия, когда я смогу собрать всех родственников, когда мне там дешевле будет. Вы будете там, знаете, подбирать там отдых, этот медовый месяц, да, чтобы полететь там не за все деньги мира отдыхать, а чтобы можно было там сэкономить, потратить на жилье, потратить там на какие-то подарки, покупки. То есть именно вы будете немножко тормозить и высчитывать самый лучший момент. Это для тех, кто уже влюблен, кто уже встречается, общается, да, вместе, например, проживает. А мужчина вот готов хоть сейчас. И вы знаете, вы себе такого мужчину подобрали, он внешне такой гонористый, а по сути он очень такой, как воспитанный мальчик, да, шелковый мальчик, который будет вас слушаться, прислушиваться. Он уже прислушивается, а дальше будет больше. И вы такую семью создадите, такую пару, знаете, вот как люди живут там всю жизнь вместе, празднуют эти золотые, серебряные, там бриллиантовые свадьбы, и у них мысли сходятся, да, вот прям родными станете, родными. И мужчина еще тут такой, вот он любит не только глазами, он любит сердцем, он любит ушами, он любит всеми своими органами чувств. Да? Вот вы идеально ему подходите, он просто в гипноз попадает, когда вы рядышком находитесь. Вам даже говорить ничего не надо, он уже вами загипнотизирован. То есть такая прям любовь, привязка. Еще мне идет, что он однолюб. Однолюб, и вы действительно его истинная любовь, любовь по судьбе. Так, для девушек, которые еще не познакомились со своим мужчиной, вот будет какое-то знаковое событие. И под этим знаковым событием у вас проходит знакомство. Знакомство, когда буквально, да, мужчина подходит к вам сам и начинает себя активно рекламировать, активно навязывать и активно предлагать. Если честно, вы подумаете, что это какой-то невоспитанный человек, да, либо какой-то не хочу говорить плохие слова, но в общем наглый человек, там распетушился, в павлина превратился, захочется прям его послать, да, либо вам захочется его обломать. Но с другой стороны, я вам сразу хочу сказать, что этот мужчина, он действительно нормальный, просто он вас увидел, и он стал понимать, что да, если он сейчас что-то не предпримет, то он вас навсегда потеряет. И мужчина начнет прям очень активно себя рекламировать, вам там все предлагать, рассказывать, что он прям влюбился. Это, кстати, будет отчасти правда, потому что он влюбится в вас с первого взгляда. И мне еще идет, что мужчина помладше вас будет. Может быть, там чуть-чуть, а может быть, прям нормально так, прилично. Мужчина младше, что вы его всерьез не воспринимаете, вы такая думаете, какой-то дурачок, да, местный клоун. Либо там пьяный, не знаю, что-то вы про него такое подумаете. Но мужчина не испугается, да, он окажется не робкого десятка, он прям будет вас чуть ли не преследовать, да, прям шантажировать, вымогать у вас контакты, навязывать себя в эти, как бодигарды, как защитник, да, я буду тебя охранять, там, провести домой, отвезти домой. В общем, девочки, будут путаться у вас под ногами, пока вы не расслабитесь и скажете: а ладно, будь что будет. Вот, потому что мужчина, он симпатичный, такой прям, знаете, миленькая личико и очень красивая фигура у него. Прям такая, знаете, может, стильно одет будет, хорошая одежда на нем будет. Вы такая скажете: пусть развлекает, да. Вот как-то вы так снисходительно согласитесь, и все, это будет уже как бы точка. Это будет уже окончательная точка. Мужчина такой поймет, она не против. И все, с этого момента у вас прям очень плотно завяжутся отношения. Что еще важно вам знать? Что этот мужчина, он не привязан к какому-то дому. То есть он будет свободен в момент, когда вы его встретите. И, скорее всего, вот мне еще идет, что он как живет один. Возможно, он даже как не местный, да, может быть, человек, который
работает так, что он постоянно в разъездах, тоже может отыграться. У вас общение попервой будет буквально вот в интернете, телефон, соцсети, вот как-то так будете общаться. И это прям будет интрига, это будет очень интересно, потому что когда глаза в глаза, очень сложно признаваться в каких-то вещах, либо что-то о себе рассказывать. А когда на расстоянии, когда ты это говоришь, либо ты это пишешь, оно намного легче и проще. Кстати, у кого-то еще из девочек отыграется, что мужчина будет иностранец, прям иностранец, настоящий иностранец, человек другой культуры, даже, возможно, расы, да, и вы такая, знаете, с недоверием, либо с сомнениями, с глубокими сомнениями, да, вы к нему так отнесетесь, скажете, ладно, повеселюсь, да, будь что будет. Отношения начнутся максимально как-то несерьезно, но очень серьезно закончатся. Закончатся именно бракосочетанием. Причем как и официальным, так и религиозным. Да, возможно, мужчина там очень верующий, возможно, вы очень верующая женщина, и для вас это будет важно. Что вижу, то вижу. Вот вы и сами это видите. Вот он, процесс бракосочетания идет. Так, что вы еще должны знать? Вы должны знать, что мужчина, с которым вы заключите брак, мужчина, особенно этот незнакомый, либо иностранец, он не все про себя скажет, либо он не посчитает как важным что-то про себя сказать. И для вас еще будет какое-то открытие, которое вас очень сильно порадует. Допустим, да, окажется, что мужчина богатый наследник, либо окажется, что мужчина супер какой-то специалист, гиперталантливый, но просто он не занимался собой, не развивал себя, потому что ему было не нужно это. Окажется, что мужчина, возможно, особо-то ни с кем не встречался, либо у него были такие несерьезные интрижки, да, чисто для поддержания здоровья, но так, чтобы серьезно с кем-то жить, общаться, у него такого опыта не было. У кого-то еще может отыграться, что мужчина очень сильно был привязан к своей маме, и он искал женщину как мама. И мама воспитала послушного сына, да, который уважает, ценит и любит женщин. А если у вас есть дети, то мужчина с радостью, во-первых, он очень обрадуется, потому что у вас есть дети. Во-вторых, с радостью примет не только косвенное, но и самое прямое участие в жизни ваших детей. То есть, буквально с первых дней он будет к ним относиться как к своим детям, да? Но при этом отец, он очень положительный, такой, знаете, прям рубаха-парень, в хорошем смысле слова. У него все идет личным примером, да? Не наказаниями, не укорами, не упреками, а личным примером. Просто будете умиляться, какой же он классный отец. И если у вас в браке родится ребенок, девочки, я не могу ничего говорить, тут мужчина просто будет и мама, и папа, и все это в одном флаконе, еще будет ухитряться вам с чем-то помогать и еще работу работать, да? Раствориться в ребенке, раствориться в вас. Это как и нянечка, и папочка, и мамочка, и все в одном флаконе. Бабушка, все намешано. Вы таких мужчин еще не видели, да, которые над детками так трусятся, особенно над грудничками. Классный отец из него получится. Так, еще вы должны знать о том, что этот брак, он по судьбе. Почему я делаю акцент? Возможно, вы уже были в браке, но брак был неудачным, понятно, что развод, либо, может быть, даже вы овдовели. Почему овдовели, почему развод? Потому что тот брак был не по судьбе. Там был ваш выбор, либо ваше желание, и вы просто соединились с человеком, с кем вам не суждено было, да, идти по жизни. Поэтому произошел развод, либо кто-то мог вмешаться, случилось то, что случилось. Либо человек мог безвременно уйти. Было не по судьбе. Просто не по судьбе. А этот брак, он по судьбе. Поэтому он будет очень долгий и счастливый. Кто-то из девушек в прошлом очень сильно настрадался от действий мужчин, от их какой-то необузданности, безответственности и грубого обращения. Для вас этот брак, он не только по судьбе, но он как дар за те страдания, которые вы перенесли. У кого-то из девочек отыграется, что у вас
была неправильная программа в жизни, родовая программа, когда женщины красивые, умные, прям замечательные, но выбирают каких-то, ну, прям отвратительных мужчин. Причем это не про внешность, а именно про характер, повадки. Да, может быть, вы эту программу проработали, может быть, долго с психологом занимались, может быть, вы сами себе психолог, да, вы искали эту причину, да, почему я не могу построить счастливые, успешные отношения. То есть вы себя проработали, и вы просто притянули, привлекли действительно того, кто вам по судьбе. То есть этот брак, он будет и долгим, и прочным, и очень счастливым. В этом браке единственное, что... Ну, когда женщина счастливая, да, когда у женщины много свободного времени, когда у нее есть там средства, возможности, она может заскучать в какой-то момент, да, заскучать, просто заскучать. Тут есть угроза вашему браку, но с вашей стороны из-за ваших соблазнов, да, вот как вы можете попасть под чей-то соблазн. Поэтому хочу предупредить вас заранее. Понятно, что если ваш муж об этом узнает, он никогда с вами не разведется, но это может, ну, испортить ваши отношения, да. Вот, если вам захочется на кого-то соблазниться, 10 раз подумайте, да, стоит ли оно того. Стоит ли оно того? Стоит ли разрушать такие прекрасные отношения ради какого-то временного соблазна? С его стороны прям стена ровная, абсолютная, да, вот он будет ровно относиться ко всем женщинам, и только вы для него самое главное. То есть с его стороны измен, там, предательства я не вижу. И, в принципе, в голову такое приходить не будет. Но он не видит других женщин, он только вас будет видеть. Благодаря этому браку, я уже сказала, да, жизнь ваша поменяется. Ну, чаша, наполненная чаша, это прекрасно. И еще у кого-то отыграется, что вы поменяете локацию, ну, место жительства. Это не про то, что вы переедете с одной квартиры либо дома в другой дом, квартиру. Здесь нечто большее. То есть, если мужчина иностранец, понятно, что, скорее всего, вы переедете на его родину. Если мужчина, ну, типа местный, локальный, даже вот если вот знакомый мужчина, которого вы уже знаете, то тут, скорее всего, в будущем у вас совместный переезд, причем достаточно дальний. Да, вы вместе будете менять жизнь, вместе будете менять судьбу. Вот, от переезда не отказывайтесь. На новом месте новая жизнь, и гораздо лучше и удачнее будет. Там мужчина как раз-таки на ракете своей может покататься. То есть, если вы хотите, чтобы мужчина прям супер удачным был, супер обеспеченным, состоявшимся, только через переезд это произойдет. Ну, либо вам его придется отпустить, чтобы он там где-то в другой стране делал карьеру. Ну, такие брачные отношения, они как бы не совсем уже брачные. Это так уже, знаете, гостевой брак, да. Еще для тех девушек, которые вот категорически такая: нет, я не пойду замуж. Штамп в паспорте – это приговор, да, вот есть такие девушки. Ну, скорее всего, ваше мнение на чем-то базируется, да, скорее всего, на каком-то негативном опыте. Вот. Не бойтесь этого, либо вы влюбитесь так, что вы прям будете стремиться к тому, чтобы штамп в паспорте появился. Для вас это будет очень важно. Сейчас это совершенно не важно, вы этого не хотите, но это будет для вас очень важно. Мужчина так перед вами раскроется, как никто не раскрывался. И вы обязательно ответите взаимностью. Сначала он в вас влюбится, либо уже влюбился очень сильно, а потом уже вы в него влюбляетесь, а в процессе брака ваша любовь еще сильнее становится. Очень классные знаки. Ну, брак будет, 100% будет. Кто зашел, не переживайте, все будет хорошо. Мужчины хорошие, да, вот хоть одного выберите, хоть другого, все хорошие. И брак вам этот по судьбе. И замуж вы пойдете в глазах не только людей, но и Бога. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо. Всем пока-пока.